Первый звонок в новой школе звучит для всех. Нарядные, красивые, взволнованные. Они на пороге взрослой и самостоятельной жизни. Мы пришли сегодня в школу первый раз и первый класс. Это праздник очень новый, замечательный у нас. На пятерке мы учиться обещаем дружно всем. И за партой не лениться, и не доставлять проблем. Сказать, что школа долгожданная, и ничего не сказать. Строительство началось еще в 2017 году. Из-за халатности подрядчика ее открыть не удавалось, пока за вопрос не взялся Махмуд Али Калиматов. Глава Ингушетии поручил ввести учреждение в строй с началом нового учебного года. Сказано, сделано. Сегодня руководитель субъекта поздравляет с этим важным событием всех горожан. Самое главное, я думаю, детишки рады, что они придут в светлые классы. Они придут учиться, набирать знания. Хотел бы сказать большое спасибо Михаилу Зиаудиновичу, который денно и ночно здесь почти находился, министру строительства Балахоеву и другим участникам, которые способствовали открытию этой школы. Ну, что я хочу сказать? Теперь я жду только результатов. Но не я, а ваши мамы ждут. Наша республика ждет от учащихся хороших познаний, чтобы вы достойно, первоклашки перешли второй, 11 класс, чтобы достойно готовились уже к ЕГЭ. Ну и последующие, потому что нам нужны умные, продвинутые, креативные жители республики. Алмяш Муждулыш, Ермо Динеш, чтобы радость была у нас на сердце. В числе почетных гостей также член Совета Федерации Федерального собрания России. Мухарбек Барахоев поздравил детей, педагогов и родителей с этим значимым открытием. Не могу не сказать искренне большое спасибо уважаемому Махмуду Али Макшариловичу за тот подарок, который преподнесен здесь сегодня для всех жителей Карабулака, в частности для детей. Искренне желаю вам успехов. Дорогие учащиеся, у вас есть все возможности для того, чтобы показать хорошие результаты, получить знания, которые пригодятся вам в жизни, и вы можете принести пользу не только себе, своей семье, но нашей республике и стране в целом. Для школьников и их учителей сегодня двойной праздник. Учреждение отмечает не только свое новое возрождение, но и круглую юбилейную дату – 60-летия. Здесь, к тому же, и первые выпускники. Дело в том, что когда школу открыли в декабре 1961 года, тогда не набирали первоклассников. И в 1962 году я первая пошла в первый класс в этой школе. И, конечно же, здания были не такие красивые, как сейчас, классы не такие просторные. Эту школу построили с трудом, конечно, но великолепные классы, великолепно выглядит здание. Мы очень рады за этих учителей. Еще я хочу сказать, что и за детей тоже очень рада. Ну а далее торжественное перерезание ленты. День, которого ждали. Гости во главе с Махмудом Али Калиматовым осмотрели помещение и оценили созданные условия. Мало кто верил, но я уверен, что говорил, сделает. Поэтому министру спасибо, тебе спасибо. Надо просто сейчас досмотреть. Алдари ответственно оставь этого человека, и он должен в ежедневном режиме тебе докладывать, что у тебя здесь нужно, с директором работать. Где есть Хамди, там, посмотри, через министра, значит, озвучивать их для меня, чтобы все это сделать. Вот. И хорошее дело. Представляете, вот детвора, как она сейчас радуется. В свою школу. Умиление, все, да. Не надо идти по школам, третью смену не надо. В 8:00 начинается, а в обычном режиме занятия. Да что может быть еще лучше? Сразу после Махмуд Али Калиматов пообщался с виновниками торжества и пожелал отличной учебы. Ну что, нравится? Да. Честно? Да. А учиться будете на хорошо и отлично? Да. Вот это самое главное. Вот. А потом я приду в втором классе, спрошу у вас, кто из вас хорошо учится? Не забудьте. Вот мне надо записать, приду, видите? Да, у меня аж много что лучше.
чтобы у вас все получалось. Вот. Да. Я надеюсь, классный руководитель? Чтобы у вас все было здесь уютно, хорошо. Единственное, берегите то, что сделано. Вентиляция есть, все это, да? Новая трехэтажная школа появилась на месте старой. Она рассчитана на 320 мест. Здание первого общеобразовательного учреждения возвели в 1961 году. Оно не соответствовало требованиям безопасности и была реальная угроза обрушения здания, так как оно было признано аварийным. Сейчас все это в прошлом. Объект не только безопасный, он отвечает всем современным требованиям и стандартам. Кабинеты все просторные, окна просторные, мебель соответствует Санпину, спортивный зал, актовый зал в плане нашей школы, медкабинет, санузлы. Самый важный момент, в предыдущем здании не было внутренних санузлов. Здесь на каждом этаже, как говорится, дети у нас под наблюдением внутри здания. Выходить не нужно, сменная обувь. В общем, эстетика и, самое главное, все необходимые условия для учебно-воспитательного процесса у нас есть. Мы вошли в такую светлую, красивую школу. Здесь кабинеты оформлены. Есть все для того, чтобы шел процесс учебный. Поэтому довольны, конечно же. Огромное спасибо главе нашей республики, потому что мы, честно говоря, не ожидали, что мы в этом году зайдем. Но вот темпами прям стройка пошла после указания главы республики. И, в общем-то, благодарность огромная. Пока объект строился, детей распределили по 4 городским школам. Несколько лет скитаний по другим общеобразовательным учреждениям наконец завершены. Теперь остается только учиться. С 1 по 8 класса с первых школ и хаусу условий ничего так, с 8 по 10 с 4 школы хаусу цигер му условий. Мой алчи ханзинган лошадь эшт, но ханс 11 классе хаусу в школе ханс условий намного дикая, суть орязу. Мне очень нравилось здесь учиться, и когда я узнал, что эту школу должны убрать, был вынужден перейти в 3-ю школу. Было нелегко привыкнуть к новой школе, новые ученики, новые учителя, директор новый. Но вот сейчас, к счастью, это построили. Мы очень рады все, что это событие произошло. Очень красивая школа. Пожалуй, больше учеников рады родители. Они до конца не верили, что услышат этот первый звонок в родной школе. Но невозможное стало возможным, в том числе из-за настойчивости родителей, которые следили за всем процессом. Новую подрядчику Хадартху. Кэшера халулейр чоу родители живут да элрат сактешку. Сун сел чоу халу хандр сацабер маркада. Но дипхбер должны родителя на самом-то деле чоу испытания. То же самое испытывали и учителя, и администрация школы, потому что по всем школам дают уже урок от одной школы до другой, на такси, на каким-либо транспортом, на личном и так далее. То есть испытания стоили. Все эти 3 года нас кормили обещаниями, но в конце, уже когда взялся за это дело глава республики, он обещал, что 1 сентября ваши дети войдут. Передал все полномочия новому подрядчику, и в результате школа, вот как вы видите, празднично сдается сегодня. То есть торжественное открытие. Разъезжать по всему городу было тяжело. Поэтому альхамдулилlah, что открыли. Школа Муштехтвинта. Школа Чохози. Машалла, Чохоз в школе. Все очень, все рассчитано красиво, все сделано хорошо. Хоушер хугятмут, школа бодрял. Алхамдулилlah, цамбета буквально за месяц. Школа халя, биришанц ардолшол. Школа хози еджах. Махмуд Али Макшарибович Аллах рязхал, школа исти ахрат хаждай хекул цебезарага ханс. Да, у меня ребенок с прошлого года ходит в школу, но ходил в гимназию. Нам было очень тяжело разъезжать, отдавать детей туда, потом поздно приезжали. Но сейчас мы очень рады. Хочу сказать спасибо огромной администрации. Хочу сказать нашему главу Дал Рязхал, что открыли нам такую светлую школу нашу, и мы очень благодарны, что будем ходить в нашу родную школу. Моя девочка сегодня пошла в 1 класс. Этот день для нас очень волнительный, так сказать. Одновременно и радуемся, и
беспокоимся, но самая большая радость наша, то, что наша школа на сегодняшний день достроилась, что мы можем своего ребенка спокойно переправить через дорогу и отправить в школу на своем участке. А если бы нам пришлось повозить детей, было бы очень тяжело. Поэтому сегодня мы очень сильно радуемся. Радости горожан нет предела, но это не последнее открытие. До конца этого года в регионе ведут в эксплуатацию 23 объекта образования. Из них 14 школ и 9 детсадов. А свои двери в скором времени готовятся распахнуть сразу 4 общеобразовательных учреждения. Зелимхан Калой, Васхаб Белакиев, Новости 24.